Алхас, мы с вами стоим у стенда, где выставлены вислые печати. Расскажите нашим телезрителям вообще вислая печать, что это за предмет и какую роль он играл в свое время? На этот вопрос мы совсем недавно получили ответ в ходе собственной находки. Если честно говорить, мне не доводилось встречать до этой находки когда-нибудь держать в руках вислую печать. Мне было интересно все, как эта вислая печать крепится к документам, как ее отчеканивают, как ее просовывают, продевают, и судьба этих вислых печатей, откуда они поступают. То есть все это было очень интересно, но ответ приходилось находить уже подспудно, изучая нашу находку 2015 года. В 2014 году стартовала археологическая экспедиция на воротном узле на Копийской крепости. В 2014 году мы раскапывали периметр стен снаружи и частично подход к башне. В 2015 году мы приступили к раскопкам, собственно, воротной башни. И вот вначале нам пришлось, конечно, разгребать завалы. Завалы – это куски свода, которые обрушивались за последние 100, может быть, и более лет. Там же мы находили деятельность монахов. Они в свое время, прибыв в Афон, а затем в Анакопию, перепланировали внутри пространства. Там мы нашли цементный раствор, остатки. Это, пожалуй, не менее метра, а может быть более, не особо ценные вот эти культурные слои шли, накопления поздние, новейшего времени, нового времени. Вслед за тем, как мы углубились ниже, одной из первых ценных находок, я уже не буду говорить о керамике, была вот данная вещь. Почему я скажу вещь? Потому что вначале мы не поняли, что это. Что это такое? Да. Наш коллега Смыр Алхас, он ее нашел, он ее увидел, взял в руки, она была покрыта землей, коркой, там, окислом, всего прочего. Ну, выпуклое изображение, понятно, что на ней было, не более того. И мы все начали гадать, а что же это такое? Ну, для монеты к тому времени нам попадались и не раз, мы знали, как они Первая выглядят. ассоциация – это монета. Как что-то близкое к монете, но при этом толщина этого изделия говорила о том, что это не монета. Мы говорили, а может это медальон какой-то, а может это медаль, а может это еще что-то. То есть мы обсуждали это, сидя в раскопе. А потом, значит, немножечко промыв водой, мы увидели отверстие сквозное. Понятно, что отверстие сквозное делается для того, чтобы продевать ее шнурок через это отверстие, да, шнурок. Вот тогда появились первые какие-то предположения о том, что, возможно, это вислая печать. Пожалуй, каждый археолог, когда приступает к работе, ставит перед собой определенные цели. Многие считают, что золото – это очень ценная находка в археологии. Для меня лично всегда перед собой ставил цель найти надписи, которые могли бы отражать какие-либо события, исторических личностей и прочее. Вот. И оказалось, что эта печать нам передает имя исторической личности. Это потом, спустя время, нам удалось выяснить. А на том этапе мы поняли, что нашли что-то очень важное и ценное. Обратите внимание, что она покрыта вот такой вот патиной, очень напоминающей цвет меди, бронзы. Да. И первое, что мы решили, что это вообще-то медная печать. Более того, в своей публикации 2016 года я так и пишу, что это медная печать. Оказывается, что свинец способен в определенных почвах окрашиваться в такой цвет меди. Вот. Но это не медь. Но это все связано с тем, что мало опыта. Я скажу так, что в Абхазии в целом было найдено не так уж и много печатей. А непосредственно в археологических экспедициях была найдена всего лишь одна печать. Константина Абасского, экспедиция, если мне память не ошибает, если я не ошибаюсь, Апакидзе на Пицунском городище. Вот. И эта печать тоже, я, насколько знаю, не находится в Абхазии, она находится в Тбилиси. Здесь в Абхазском музее находится ее копия, по-моему, даже керамическая копия, глиняная копия, в увеличенном масштабе. Да? То есть материала для непосредственного контакта и исследования у нас не было. И в связи с этим не было достаточного опыта.
Вот. Ну, скажу так, первые манипуляции по очистке предметов из металла всегда я провожу сам. То есть я забрал этот предмет, я его почистил, значит, там, зубная щетка, там легкие какие-то кислоты, промыл, почистил, и выявилось изображение человека в рост. В правой руке он держит копье, в левой руке он держит щит. Ну, это такой иконографический стиль, как выяснилось потом. И какие-то мелкие буквы написаны слева от него и справа от него. Это на аверсе данного предмета. Да. Теперь уже было понятно, что это вислая печать. Всё же. Отверстие открылось. Да. Сразу. Открылось изображение на двух сторонах. То есть понятно стало, что это вислая печать, и для нас это было очень-очень ценно и очень-очень радостно. Но путь от находки к ее изучению бывает очень длинным. Я обратился к всем участникам экспедиции. Значит, старший среди нас был Гарри Анатольевич Сангулия, с просьбой: давайте мы займемся изучением этой печати. Ну, как-то вот прохладно все приняли мое предложение, ну, видимо, в силу занятости. Значит, в то время Гарри Анатольевич был руководителем Госуправления охраны историко-культурного наследия. Я, например, на своей памяти не знаю никого, кто бы как рабочий работал бы в раскопе, будучи в статусе руководителя госуправления. Да. Понятно, что его постоянно отрывали звонки, у него была куча дел, и он знает греческое письмо, и он как бы, ему проще было бы это сделать. Да. Но он говорит: это твой материал, ты готовишься к защите, вот ты вот этим и занимайся, как-то так. Прежде всего, после того, как мы очистили, мы ее отсканировали, мы ее прорисовали, вот эту надпись мы прорисовали. Но достаточно хорошо сохранилась и оборотная сторона этой печати, потому что мы не можем в экспозиции показать сразу две стороны. Мы показали лицевую сторону, а изображение оборотной стороны здесь показано в виде рисунка. Да. Да, то есть человек, который посещает, он может увидеть, лицезреть лицевую сторону и прочесть оборотную сторону. Значит, теперь мою задачу входило прочесть эту печать. Да? Да, и как это было сделано? Вот это вот очень интересный момент. Единственное, что я здесь понял, вот Алан, написано Алан в конце, да? То есть понятно, да? Это же Да. шрифт кириллица, то есть Алан. Все остальное, тут еще и сокращений масса, с первого раза и со второго раза ни к чему не привело. Ну, пришла правильная мысль, это доказало время. Я обратился к каталогам, изданием каталогов византийских печатей. К счастью, византинистика далеко пошла вперед, да. Все типы печати опубликованы, если даже не все печати, типы всех печати есть, в том числе известны печати, посвященные правителям Алании. Да. Этот иконографический тип с изображением святого Георгия, как мы потом поняли, прочитав, он известен, имеет свою хронологию, и данный тип, он тоже, значит, хорошо изучен, написан. Это было подсказкой. То есть мы, изучив аналоги, прочли ее. Вот эта вот формула обращения к Всевышнему, я сейчас не буду специально читать это на греческом, потому что это может выглядеть смешно для знатоков фонетики греческой речи. Да. Скорее, это старогреческий, да? Это среднегреческий. Ага. Это среднегреческий. Ну, вот эта формула обращения к Иисусу Христу: «Господи, помоги рабу Твоему». Это хорошо известная, изученная форма написания, и в сокращенном она передается чаще всего и на монетах, и на вислых печатях в сокращенном виде. Тут особых заминок не было с прочтением. Вот дальше открывалось самое интересное. Вот обратите 3 буквы. Опять-таки по-гречески говорить не буду. Конна. И сверху черточка. Сверху черточка означает сокращение. То есть использовали обозначение для сокращения в византийском письме при помощи черты сверху. В данном случае, значит, кон означало, в моем понимании, Константин. Мне удалось найти аналоги печати с именем Константина, не нашего Константина, других Константинов. И да? совпало. То есть они также передавали в сокращенном виде его имя Кон с черточкой сверху. То есть что было сокращение его полного имени Константин. Значит, уже стало интересно, Константин.
Далее, естественно, мы и ранее тоже знали титулы всевозможные для правителей провинций всевозможных. Термин эксусиократора, титул эксусиократора, мы впервые узнаем о нем из произведения Константина Багрянародного «Трактат об управлении империей». Там он передает титул аланского правителя, называя его эксусиократора. В этом же труде, кстати, он передает титул и правителя Абхазии, эксусиаст. Он называет конкретно Георгия и говорит магистр и эксусиаст Абазгов. Вот. Понятно было, что Алания, понятно было, что эксусиократор, но самое сложное было расшифровать слово протопроэдр. Протопроэдр, потому что это слово здесь полностью в сокращенном виде представлено. И вообще титул протопроэдр изначально рождался как церковный титул. То есть проэдр, протопроэдр применяли к священникам высшего сана. Одновременно и эксусиократор, и проэдр, протопроэдр на одной печати. То есть надо было понять, с чем это связано и как это возможно вообще. Да? Ну, потом, значит, изучая источники параллельные, мы поняли, что к XI веку в Византийской империи инфляция чинов, можно такой термин применить, дошла до такого уровня, что проэдрами и протопроэдрами могли быть уже и светские лица, и духовные лица. Протопроэдр означает не титул, а положение в обществе к этому времени, близость к императору. Таким высоким званием именовались люди, близкие к семье, ко двору. И аналогов таких масса для этого времени, потом скажу о времени, для этого времени мы имеем, исходя из материалов иконографии и печати. Это к византийскому императору, правильно? К византийскому императору, да, естественно. Это полностью византийский тип печати, это византийская печать. И стиль иконографический Георгия и надпись – это все классическая византийская печать. Значит, мы получили эксусиократор, мы получили Константин, мы получили эксусиократор, мы получили Алания. Но там было интересное слово «пассис», перед Аланией. Очень редко встречаемое на печатях, тем более применительно к Алании. Расшифровка этого слова нам сказала о том, что здесь упоминается вся Алания. Это тоже очень интересно. Почему? Потому что, исходя из трактата того же Константина, мы знаем, что Алания состояла из двух частей. Точнее, было две Алании. Была Алания и Асия. Потомки асов – это овсы, осетины, овсы. А на западной части была Алания. Это были два царства аланских в эпоху X веке, во времена Константина Багрянародного. Здесь же в печати упоминается вся Алания, общая Алания. Вместе. Да, то есть в какой-то период времени, вообще золотой век Алании начинается со второй половины X века, когда им удалось освободиться от хазарского подчинения, скажем так, хотя подчинение тоже было номинальным, но все же им удалось освободиться, и когда они наладили тесные контакты с Византийской империей благодаря посредничеству абхазских царей, когда была создана уже Аланская митрополия, да, и начало строительства христианских царей. Вот золотой век Алании связан с этим периодом. Если Константин Багрянародный говорит о правителе, эксусиократоре Алании, как о друге римлян и в сердце христианином, то есть христианство в этот период еще не было массовой религией для алан, то к этому периоду, который мы будем рассматривать в связи с этой печатью, то есть уже очевидно, что Алания уже признается как христианское государство. Более того, возможно, это политический акт понятия всей Алании, политический акт со стороны Византии. Возможно, всей Алании как таковой и не было. Да? Очень часто в дипломатии, в политике желаемое выдают
за действительное, для того, чтобы этим механизмом проводить некие манипуляции, да? Династическую борьбу провоцировать, да? И прочие моменты. По крайней мере, нам неизвестны печати эксусиократора в Сиалане. Это единственная находка. В общем, пазлы сложились в целом. Но я поторопился. Здесь есть непонятные для меня две буквы, которые оказались... Я посчитал, что это предлог. То есть я не встречал. В тех типах печатей, которые изучал, я это слово не встречал. Меня поправил, есть такой археолог Виктор Чхеидзе. Он мне позвонил после публикации и говорит: я тебе предлагаю написать совместную статью, говорит, у тебя там ошибка, говорит. Речь идет не о Константине протопраэдре и эксусикраторе в Сиалане, а речь идет о его сыне. То есть ИУ, две буквы, означают сын. Сын. Да, сын. Но при этом имя правителя Алании не показано здесь. То есть оно здесь отсутствует. Это еще раз говорит о неких манипуляциях византийского двора. Возможно, к тому периоду правитель Алании не был так близок к византийскому двору, как тот человек, на которого делало ставку византийское правительство. Теперь у нас возник дальше вопрос, каким образом печать сына протопраэдра и эксусиократора в Сиалане оказалась в нашей башне Накопийской. Во-первых, стиль написания букв и тип печати нам говорил о том, что, скорее всего, эта печать относится к середине XI века. В этом были согласны те, кто критиковали меня потом, после публикации. То есть они согласны с тем, что этот тип относится к середине XI века, скорее всего, ко времени правления Константина Мономаха. И тут очень интересные моменты вырисовываются. В источниках мы имеем Константина Аланского, который упоминается в походе императора Константина Мономаха на Двинь в титуле магистра. То есть титул протопраэдра стоит выше, чем титул магистра. То есть уже упоминается данная историческая личность. Кто такой был Константин Аланский? Как мы знаем, в эпоху сближения Византии и царств на периферии, в том числе и Абазгии, правители отправляли своих сыновей в Константинополь. Это был добровольный золотой плен. Во-первых, это был залог того, что правители, цари, эксусиасты, эксусиократоры не будут нарушать договор с Византией. Во-вторых, это был способ оградить своих наследников от притязаний других династов. В-третьих, это была прекрасная возможность сделать карьеру в Константинополе. То есть они все содержались во дворце императора. Все эти наследники будущей династии, этих окрестных царств, они имели, значит, высокое положение в этом обществе. Им выдавали в жены дочерей патрициев, значит, высоких чиновников, родственников императора. Нередки были браки между семьей императора и этими наследниками, тоже имевшие далеко идущие политические цели. В перспективе, да. И вот у нас вырисовывается персонаж исторический Константин Аланский. Имя сходится, но он там выступает в качестве магистра, начальник войска, который в походе на Двинь, если я не ошибаюсь, в 1054 году принимал участие. Вот. Также нам известно, что Константин Мономах приблизил к себе фаворитку. Она была аланкой. И после смерти своей жены Зои, императрицы, он ее фактически ввел в свой дом и дал ей титул Севасты. Более того, очевидцы событий пишут о том, что все золото империи потекло в горы Кавказа. То есть он отправлял подарки кораблями, значит, ее многочисленным родственникам. Естественно, придворная свита завидовала такой роли фаворитки молодой прекрасной аланки. Ко времени правления Константина Мономаха Анакапия была оккупирована византийцами. Здесь находилась царевна Алда, до своей смерти она находилась. И ее защищали отряды византийцев. А Алда была аланской
царевна, да, мы же знаем это. Конечно. Константин Аланский, скорее всего, ее ближайший родственник. Почему можно так подумать? Потому что Дмитрий, сын Алды, оппозиционно настроенный к своему брату, царевичу Баграту в Абхазском царстве, отправляется в Константинополь в поисках помощи и поддержки для того, чтобы свергнуть своего брата. Если бы не было бы тесных семейных, родственных, династических связей, навряд ли бы Дмитрий добился бы успеха. Он добился успеха. Он приезжает в Константинополь, получает титул магистра от императора Романа Аргира. Это еще до Константина Мономаха, намного раньше, 1030-е годы. Император дает ему войско, и с этим войском он отправляется на войну с братом. Причем и война у него была успешная, военная кампания была очень успешная у Дмитрия. Благодаря Дмитрию, значит, его брат остался царем только благодаря тому, что он покаялся перед императором и принял условия его мира. Он сохранил свой титул. Но Анакапия так и осталась в руках византийцев, и там всю свою жизнь находилась Алда Аланская. И переписка между Константином Аланским, сыном протопоэдра Сосиократора, предположительно, имя которого мы не знаем, всей Алании, имя его не знаем, да? Имело политический подтекст. Однозначно. И это не просто было послание. Да. Ну, вот такие вот первичные, предварительные выводы мы можем сделать по этой находке. Во-первых, это большой вклад в историю Алании. Во-вторых, это большой вклад в византинистику, в историю византийских печатей, в историю отношений императоров Византии и периферийных правителей. Да? И очень многие вещи фактологически они доказывают какие-то источники письменные, которые дошли до нас. Настолько ценна была эта находка. А для истории Абхазии? Для истории Абхазии это подтверждает данные источников. У нас есть источники, которые освещают события на Анакапии этого периода и на греческом языке, и на грузинском языке. У нас есть источники. То есть это некое подтверждение тому, что в этот период времени здесь находился византийский гарнизон, что здесь действительно находилась царевна Алда, которая еще упоминается в строительной надписи на Анакапии. От ее имени, значит, проставлена некая строительная надпись, и большинство исследователей считают, что она там и упокоилась, на Анакапии, собственно говоря. Вот, то есть это дополнительный фактологический материал, который раскрывает данную тему. Алхас, и как все-таки звучит на русском языке надпись, которую вы смогли расшифровать? Я прочитаю, чтобы не ошибиться. «Господи, помоги рабу Твоему Константину, сыну протопоэдра и эксусиократора всей Алании». Ну, вот так наверняка это звучит. Да, все очень логично. И какую огромную работу вы провели для того, чтобы вот этот эпизод... Что прочитать, вы не представляете, насколько сколько времени занимает изучение археологических предметов. Очень часто у наших археологов не остается времени на это. То есть материал извлекается, и потом он где-то лежит. Для этого нужно найти очень много времени. У меня ушло на это не меньше года. Столько же времени у меня уходило на прочтение легенд монет. То есть это тоже не так-то просто, потому что монетных типов тоже масса. Каталогов тысячи страниц в каталогах, тысячи мнений. Да? То есть вот каталог, допустим, 2000 года уже считается устаревшим. То есть выходят более свежие каталоги с более развернутой информацией. Постоянно надо идти двигаться. Слава богу, у нас есть интернет. То есть это все американские библиотеки, европейские библиотеки, крупнейшие научные центры выкладывают в электронном виде. Какое счастье, вот это счастье. Имеем доступ. Да, у нас есть свободный доступ, бесплатный доступ ко всем этим каталогам печатей, монет и прочих вещей, которые глубоко изучаются в Европе и в мире. Алхас, а вот соседние вислые печати, вот может вы о них тоже что-нибудь нам расскажете? Конечно, нам было бы ценнее найти вислую печать от имени абхазского царя проставленную, да, то есть как бы это была бы программа максимум.
Но в экспедиции 14-15 года у нас не было таких находок. Когда у нас стал вопрос более глубокого изучения этой темы, естественно, нам приходилось изучать все печати, которые были найдены на территории Абхазии, в том числе те печати, которые были найдены вне Абхазии, но упоминалось, где Абхазия. Из последних находок опубликованных нам известна печать Николая, Протоспофария, Хресотриклиния, стратига Сатириуполиса и Анакопии. Она была найдена в Болгарии, в городе Разграде. Это аверс и риверс, да? Аверс и риверс, да. На лицевой стороне «Господи, спаси Николая», то есть обычное это обращение. Протоспофарий. Спофарий – это генерал, да, в современном переводе. Протоспофарий – это генерал-майор, наверное, да. То есть генерал-майор, генерал-лейтенант. Есть же ранжирование определенное. Да. То есть это вот где-то уровня генерал-майора личность. Хрисотриклиния – это должность, связана со двором, с императорским. Стратиг – это тоже должность. Стратиг – это человек, который руководил фемой, фемным войском. В одних руках была сосредоточена и военная, и светская власть. Так вот, у нас выявляется историческая личность Николай, который во время оккупации Анакопии была создана специально фема. Специально фема была создана. Фема – это, значит, территориальное деление империи. Да? Сама империя была поделена на фемы. Фемное устройство в империи. Это была реформа, если я не ошибаюсь, императора Ираклия. То есть это намного раньше. И специально для вновь оккупированной территории, приобретенной Византией, была создана фема Сатириуполиса и Анакопии. В данном случае Сатириуполиса имеется в виду город. Вопрос локализации города Сатириуполис – это тоже интересная тема. На эту тему писали многие исследователи, они еще не пришли к единому мнению. Предположим, Хрушкова считает, что Сатириуполис – это Пицунда. Вот. Есть мнение, что Сатириуполис – это Трапезунд, потому что в Трапезунде есть храм. Сатириуполис от слова «спаситель», а там есть храм Христа Спасителя. Да? Трапезунд вы имеете в виду турецкий? Да, ныне турецкий, да. То есть территория Анакопии была объединена с близлежащей какой-то чисто византийской провинцией, Фемой. И одно лицо выполняло функции стратега и в Анакопии, и то есть была фема Сатириуполиса и Анакопии. То есть до этого была фема Сатириуполиса, возможно. А с появлением византийцев в Анакопии, значит, эти полномочия были расширены, и Николай является главной его должность генерал-майор, протоспофарий. То есть военное лицо, чиновник военного ведомства, который командует войском, выполняет все административные функции подспудно. И эта печать, значит, мы с ней познакомились из публикаций. К счастью, современные публикации настолько качественные и дают изображение в масштабе. Вот то, что вы видите, это мы из публикации извлекли материал, изобразили его в надписи Аверса Риверса, и более того, на основании этой публикации мы сделали модель для отливки. Вот у нас две печати. То есть почему две? Аверс и Риверс. Мы специально одну печать показали и с одной стороны, и с другой. То есть это вот наши отливки, значит, которые, судя по публикации, были такого размера и так выглядели. Также мы восстановили печать Константина Абазгиеса, то есть она вот первая здесь. Да. Константин Абазгский по-разному говорят. По-гречески это Авазгский, по латыни Абазгский, да, ну, в общем, понятно, о ком идет речь. Вот. И третья печать была найдена тоже на Анакопии, случайно была найдена, ее опубликовала Хрушкова Людмила Георгиевна. Была найдена она, по-моему, в 70-е годы на дороге где-то. Где она находится, мы не знаем, но она тоже, значит, в виде монограммы была сделана. Она ее продатировала 7-8 веком, судя по типу монограммы. Вот она здесь показана. Вот это в середине. В середине, которая, да. И продатировала, вот, исходя из этого типа, и пришла к выводу, что в то время уже церковная организация была на Анакопии. Епарх Петр совсем не обязательно, что был бы епархом Анакопии. То есть ему епарх Петр мог отправить послание, будучи епархом какой-то другой епархии, да?
Но если церковное послание с печатью епарха Петра, значит, был послан документ с этой печатью, это говорит о том, что была здесь церковная организация, и здесь его ранга представитель, к которому он обращался, мог находиться. Обычно вислые печати находят далеко от места их производства. Это понятно. Их предназначение – сопровождать документ. Да. Получается поэтому так, что печать стратега Анакапии находится в Болгарии, печать эксусиократора или сына эксусиократора Лании в Анакапии. Да? А, собственно, печати аббасских правителей нам тоже надо искать вне территории Абхазии. Да? Логично. И, скорее всего, значит, раскопки сопредельных территорий или находки Византийской империи могут пополнить этот перечень. Пока мы имеем только печать одного правителя Абазгии, Константина Абазского. Принцип крепления, да, тоже интересно. Да. Принцип крепления печати. Принцип изготовления печати тоже интересен. То есть вот как получают эту печать? Вот как? Как? Я вам расскажу еще про одну находку мою. Вот так вот стою я на дороге Анакапии, вот воротная башня рядом, и случайно опускаю глаза и вижу маленькую такую вот металлическую бляшку под ногами. Поднимаю и вижу, что это заготовка вислой печати, без всяких изображений. Серийная заводская заготовка. То есть изготовление заготовок печати было налажено массово. Это то же самое, что марки в наше время, значит, конверт отправляли с маркой. Да? Марок же было масса, много, правда? Конечно. То есть на ней ничего не изображено, это просто круглый диск с отверстием. Так. Дело следующим образом. Человек, который готовил документ, он его заполнял, он его сшивал, вот как вы сейчас видите, Да. специальными нитями. Цвет нити тоже говорил о статусе отправителя, не только печать. Цвет нити, шелковыми нитями могли сшивать значит, императоры. Императорская, скорее всего. И императоры никогда свинцовые печати не вешали при посланиях другим правителям. Это были золотые печати. Ничего себе. В работе Константина Багрянародного есть указание, что когда ты обращаешься, он обращается к своему сыну. Это напутствие сыну ему, собственному. То есть императоры, отправляя письма, послания с печатями, скрепляли, как правило, золотыми печатями. Ну, золото такой же мягкий металл, как и свинец. Далее, значит, документ составляется, прошивается нитями, это как конверт мы приклеивали, и хвосты нити пропускаются сквозь отверстие. После этого вот эта заготовка, уже готовое письмо, кладется на матрицу с одной стороны, ставится матрица вторая, аверс-реверс, молотком ударили, И отпечаталось. отпечатывается одно, второе, нить защемляется, нить, печать сама не видит уже из нити. Сперва просовывается нить, потом происходит удар, и вот эта вот пустота запрессовывается, заполняется, и нить не выскочит. Фиксируется. Фиксируется нить, то есть если уже снял один раз печать, ее назад не поставишь. Ну, вот так вот пришлось изучить и этот метод для того, чтобы показать это музейному посетителю. И самому интересно, конечно, было прийти к этому и объяснить, показать многим людям, которым тоже это может быть интересно. Да? Да. И вот таким образом вот эта маленькая экспозиция родилась у нас. Изумительная экспозиция, масса времени, такое удивительное исследование. На вопросы вы опубликовывали это? Да, это опубликовано. В 2016 году это была статья вышла, в 2015 не нашли, находка была, в 2016 году она была презентована, статья была презентована в Краснодаре на Анфимовских чтениях, шестых или седьмых, шестых, по-моему, да, шестых. После этого она опубликована, да. После этого вот появились люди, которые прочитали, увидели и исправили меня. Были люди, которые приняли эту форму без критики. Такие специалисты тоже есть. А вот некие специалисты заметили мою ошибку. Спасибо им. Спасибо. Но я заново публиковать эту печать из-за того, чтобы указать ошибку, как бы не считаю правильным. Всегда в науке так. То есть в каком плане? Если у меня будет подспудно какой-то материал, я сошлюсь на того человека, кто меня исправил, и скажу, что я принимаю его замечания. Пока еще этой возможности не выпало. Вот когда мы найдем еще одну печать, я упомяну обязательно об этой ошибке. Нет предела совершенству.
Ну, в науке не всегда сразу находишь ответы единственно правильные. Очень серьезная работа. Спасибо.